Местное самоуправление Сунжи уже распределило свой бюджет на 2024 год. Особое внимание уделено водоснабжению. По поручению главы региона Махмуда Али Калиматова в прошлом году в городе началась реализация муниципального проекта по улучшению подачи коммунальных услуг. В рамках этой программы уже в ближайшие месяцы планируются работы по бурению 2 скважин. В настоящее время находится на стадии заключения договора по геодезии, то есть геологии, то есть обеспечение, то есть проверка воды, наличие воды в подземных резервуарах, для того, чтобы в дальнейшем уже с учетом определения места заключить соответствующие договора на земельные участки и на этом месте начать строительство артезианской скважины. По мощности, какие именно будут у нас скважины и какие насосы мы установим, все это покажет экспертиза, которая будет проведена, и в соответствии с ней мы определим и дебит воды в подземных резервуарах, и мощность насоса, которую необходимо установить для того, чтобы подать воду. Но в любом случае будут предусмотрены именно те мощности, которые должны быть достаточными для обеспечения жителей многоквартирных домов. Сейчас в зимний период сунженцы потребляют около 8 тысяч кубов воды в сутки. Местные насосные станции воспроизводят 10 тысяч. Воды достаточно и проблем с ее подачей нет. Но летом потребление вырастает на 40%, а дефицит чувствует 20% жителей. Новые скважины по плану местной администрации покроют разницу и увеличат дебит до нужного количества. Кстати, от отсутствия воды больше всего страдали летом жители многоквартирного дома по улице Менделеева. По 2, по 3 дня, по сутками не бывает воды. Но как это допустимо в квартирах? У кого маленькие дети, правда? Их проблемы планируют решить уже к июлю этого года. Полегче станет и тем, кто проживает в верхней части города. Речь идет об улицах Шорса, Шарипова и других. Здесь было недостаточно просто подать воду. Трубы жителей были изношенными, из-за чего не выдерживали высокое давление. Частые порывы приводили к потерям воды. В прошлом году мы проложили в поселке Заовражный более 6 километров водопроводных сетей. На 15 улицах за 22-23 год поменяли ветхие водопроводные сети. Сейчас мы бурим данные артезианские скважины, плюс у нас предусмотрено около 5 миллионов рублей на замену ветхих водопроводных сетей. 5 лет жители улицы Шарипова сидели с частыми перебоями воды, обращались с проблемой во всевозможные инстанции. И вот, наконец, их чаяния были услышаны. Теперь их линия способна выдерживать давление до 10 атмосфер и прослужит как минимум 60 лет. Сейчас вообще проблем нету. Помимо бурения 2 скважин в этом году планируют частичную замену водопровода еще на 10 улицах города. Параллельно местное самоуправление планирует провести реанимацию скважин на насосной станции Харланово и установить туда новый насос взамен старого нерабочего. Всего насосная станция имеет 8 скважин, 5 из которых функционируют, одна больше непригодна для использования, а остальные нуждаются в восстановлении. Мы рассчитываем, что этот комплекс мер должен стать достаточным для того, чтобы обеспечить горожан в летний период времени. В случае, если этого будет недостаточно, уже в дальнейшем межведомственная рабочая группа, она была создана совместно с Минэнерго, с единым оператором по водоснабжению, водоотведению и администрацией города. Мы уже будем разрабатывать следующий комплекс мер и шагов, в том числе включая и бурение дополнительных артезианских скважин, если придется. Но мы все-таки рассчитываем, что этих скважин должно быть достаточно при наличии дебита воды в подземных резервуарах и при установке насосов необходимой мощности. Махмуд Али Калиматов лично контролирует вопрос с водоснабжением и оперативно реагирует на возникающие ситуации с дефицитом ресурса. Замена водопровода идет за счет внебюджетных средств и бюджета муниципалитетов. Также планируется модернизация системы водоснабжения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода». Еще власти поставили задачу перед единым оператором увеличить мощность добычи воды в Асинском водозаборе на 100 тысяч кубометров в сутки до 2027 года. Что касается Сунжи, то, по словам Аслана Умарова, проблемы с водой решатся уже летом. Для экстренных случаев Национальный фонд развития Ингушетии закупил 14 водовозок. Доставка воды будет осуществляться ежедневно. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.